В Российско-китайском экспо принимают участие 16 регионов России, в том числе и Якутия. Со всеми подробностями с полей форума наш корреспондент Виолетта Засимова. 5000 квадратных метров. Именно такую площадь в этом году заняла российская экспозиция на 10-м Российско-китайском экспо. Свою продукцию и проекты представляют около 300 предприятий и 16 субъектов страны. Каждый регион подготовил эксклюзивный выставочный стенд, демонстрирующий его экономический и инвестиционный потенциал. Экспозиция Якутии разместилась по соседству со стендами Хабаровского края и Амурской области. В текущем году масштабное деловое событие проходит под девизом «Доверие, сотрудничество, взаимная выгода». Делегацию Якутии возглавляет глава республики Айсен Николаев. В рамках форума он представляет проект создания международного транспортного коридора Махэ-Найба, который станет частью трансарктического маршрута. Данная инициатива была детально представлена им в ходе 6-го заседания Межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока России и Северо-Востока Китая. Активное участие в работе Экспо принимают представители бизнес-сообщества Якутии. Были уже встречи B2B с китайскими предпринимателями. Все встречи организованы по пожеланиям участников нашей бизнес-миссии. А с нами приехали ювелиры, косторезы, народные промыслы, легкая промышленность, частные медицинские клиники. Научный блок делегации представляет президент Академии наук Республики Леонид Владимиров. В ходе осмотра выставки особое внимание академика привлекли инновационные разработки в области медицины. В частности, одежда со встроенными ЭКГ-датчиками для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. В жилете есть электроды, они спрятаны вот в таком виде, вот электроды. Ага. Не наклеиваются, как у нас холтеры, да? И электроды, и здесь у них расположен сам прибор, который фиксирует все. Электрокардиографию в нескольких отведениях, и мы это можем потом расшифровать и использовать для диагностики, для физической нагрузки во время сна, суточной динамики и так далее. Кроме того, на полях Экспо стартовал фестиваль «Ярмарка. Сделано в России», где были представлены предметы декоративно-прикладного искусства, национальные сувениры и ювелирные украшения от мастеров Якутии. Очень большим спросом пользуется мамонтовая кость и те изделия, которые изготовили наши мастера народно-художественных промыслов из бивня мамонта. Они вот многие годы пользуются огромнейшим успехом. 10-я Российско-китайская экспо продлится до 21 мая. В насыщенной рабочей программе якутской делегации значатся официальные встречи с руководством провинций Цзянси и Хэйлунцзян, участие в 3-м международном форуме Якутия провинции Китая. Отдельным пунктом повестки станет двустороннее обсуждение вопросов экологии, в частности совместных мер по охране белого журавля стерха. Виолетта Засимова, Харбин, Китайская Народная Республика.